Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Ждем гостя» Зурабом Двали. И я нахожусь возле крепости Нарихала, которая возвышается над Тбилиси. Посмотрите, какой чудесный пейзаж открывается отсюда. Кто бы сюда не приехал, мало кого оставляет этот город равнодушным. А кое-кто и влюбляется здесь, создает семьи и навсегда связывает свою судьбу со столицей Грузии. Сегодня, кстати, у нас очень необычная история для вас. Я бы сказал, сладкая история. Здравствуйте, Вика. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили нашу программу к себе в гости. То есть вот это та самая мастерская, где на свет появляются ваши волшебные сказочные торты, да? Да, именно здесь, вот в этой маленькой мастерской, мы все и готовим. То есть за каждым тортом, за каждой выпечкой целая история стоит, да? Целая история. У нас столько разных историй, которые просто жалко не рассказывать, не доносить до людей, потому что у нас какие-то есть совершенно потрясающие истории, от которых мурашки по коже. Мы участвуем все время в разных таких вот сюрпризах. Мы выезжаем и дарим какие-то подарки. У нас часто заказывают подарки из-за границы, вот люди за границей, и мы приносим, допустим, в начале первого, доставляем этот торт. Это такая выездная сладкая радость, да, для ваших клиентов. Пойдем, я вам помогу. Я с нетерпением жду, когда Виктория нам расскажет рецепт своих вкусняшек и, главное, покажет, как их готовить. Итак, дорогие друзья, напоминаю, что я нахожусь в мастерской Виктории Геродской, которая уже 3-й год готовит потрясающие торты для жителей столицы Грузии. Итак, Виктория, какой же мы сегодня очередной кулинарный шедевр предложим зрителям программы «Ждем гостя»? Сегодня мы будем делать клубничный торт. Так. Немного необычный клубничный торт. А в чем необычайность этого торта? Там будет очень нераспространенный ингредиент, который мы очень часто используем у себя в мастерской. И людям очень нравится именно вот этот необычный вкус. А в чем необычность? Мы будем вкуса? использовать сыр, который называется Филадельфия. Обычно его используют для чизкейков. То есть никакой не Сугуни, никакой не Мединский. Филадельфия. Прямо из столицы Грузии, из Тбилиси. Хорошо. Давайте приступим тогда к выпечке нашего торта и подключайте меня активно в приготовлении каких-либо ингредиентов для нашего чуда. Давайте, если вы можете отделить желтки от белка. А давайте вы покажите на камеру нашим зрителям, как вы это делаете, и тогда я подхвачу как талантливый ученик и последую за вами. Мы обязательно бьем ножом. Не только надо сказать нашим зрителям, что не острой стороной, а тупой стороной ножа. У нас для этого есть специально тупой нож. Потом берем. Да, специально для того, чтобы... В каждой семье есть тупой нож. Когда хозяйка годами вымаливает со супруга, ну поточи ты его наконец. А потом мы специально ищем тупые ножи. Все. Нам нужно еще 4 яйца. Еще 4 яйца, хорошо. Давайте посмотрим. Но вам нужно постараться, чтобы туда не попали крошечки и желток. Естественно. Не бойтесь, все будет великолепно просто.
Самое главное для бисквитного теста, вот салфетка, чтобы ни капельки желтка не попало в белок. Иначе ничего не получится. Что бы вы ни делали, ничего не получится. Даже вот такая граммочка. Что вы говорите? Да. Сейчас мы будем взбивать. Ну, Сначала думаю, на медленной скорости, потом постепенно мы ее увеличиваем. Мы можем просеять сейчас муку. Для бисквита муку обязательно нужно просеивать. А какая мука, давайте скажем нашим зрителям? Высшего сорта, конечно. Высшего сорта. Конечно. Сколько грамм муки у нас здесь? Ну, вообще-то мы все меряем стаканы. Стакана. 200-граммовый неполный стакан. Неполный стакан. Ну, скажем, где-то грамм 150. Да, да, где-то так. Сейчас мы должны постепенно добавить сахар. Ну, там тоже грамм 100. Да, там тоже неполный стакан. Как бы у нас сахар и мука должны быть в одинаковой пропорции. Постепенно добавляем сахар. Вот сейчас, когда у нас уже масса загустела и стала похожа на крем, мы добавляем желтки. Тоже по чуть-чуть, по одному, постепенно. Значит, теперь мы просеиваем муку. Обязательно просеиваем, обязательно, да. И наполняем муку своей любовью. Не только кислородом насыщаем, но и своей Любовью это любовью. мы завсегда, пожалуйста. Это очень важно. Вообще, любое дело в кулинарии требует любви. Вот торты и бисквиты я еще Вот сейчас никогда не научитесь. пек. Вот что правда, то правда. А теперь мы постепенно добавляем муку. Мы уже переводим на А вот более... скажите, ваш муж сладкоежка? Сладкоежка, и он достаточно плотной комплекции. Все думают, что Это вы его я кормите, виновата, да, во всем этом виновата Я тоже я. об На этом самом деле подумал. он был такой, когда я его То есть, встретила. каким взяли, так сказать, таким и держите при Таким себе. и держу. Понятно. Все. Ну, постепенно со стеночек нужно будет убрать. Все. Когда мы добавили муку, мы долго не месим. То есть у нас как бы такая заготовочка Вот такая у нас получилась готова. красивая, вкусная смесь, которую и так можно ложкой есть. Она похожа Вот на давайте крем. скажем, что Да. у нас здесь внутри. У нас здесь калька, обычная калька, Чем мы которую смазываем мы её? сливочным сливочным маслом, обычным, не подсолнечным маслом, А сливочным зачем мы кальку используем? маслом. Чтобы у нас бисквит не подгорел. не прилип. И не прилип. Да. Мы обязательно должны еще намазать и здесь, приклеить нашу бумажку. Это хитрость. То есть и под самой Калькой, да, должно быть масло. чтобы когда мы будем выкладывать в форму тесто, чтобы оно у нас не ерзало. Все, оно закрепилось Вот, и дорогие не мужчины, будет двигаться. когда ваша жена будет печь торт или бисквит, подойдите и скажите: а ты знаешь, дорогая, что масло надо и под калечку тоже положить. И в этом самым очаруете своими знаниями свою вторую половину. Это точно. Пусть муж еще напомнит своей супруге, Так. когда он подойдет, Так. что нельзя смазывать маслом края формы, бока формы. Так. Иначе бисквит не поднимется. Только низ. Вот И сколько распределяем. хитростей и секретов рассказала нам Виктория сегодня. Да. И вот так распределяем от середины к краям, покручивая. Все. Теперь мы отправляем наш бисквит Давайте, на давайте. 30 минут Давайте. в духовку. О, как раз будет время пообщаться, рассказать немножко о вас. Итак, пока готовится, дорогие друзья, наш бисквит, мы переходим к остальным ингредиентам нашего прекрасного кулинарного шедевра. Что мы делаем, Виктория? Сейчас мы будем делать крем, Крем. на основе сливок и А он сыра Филадельфия. Тоже какой-то особенный у Да, нас. потому что у нас есть вот наш секретный ингредиент. А где вы этот сыр Филадельфия в Тбилиси находите? А вот бывает он... Места надо знать. Места надо знать, Понятно. да, бывает. Мы сразу закупаем, если поступает. А мы чем он сразу отличается, этот сыр от остальных? Его еще называют сливочный сыр. У него такой сливочный Привкус. привкус, да. Но он солоноватый. И он очень такой вот деликатный. Крем получается. Очень Деликатный, деликатный. сказала Виктория, у нас сыр для нашего торта. Хорошо. Вы работаете, я не буду вам мешать, и по ходу я буду интересоваться,
как все начиналось. Вот я смотрю, абсолютно небольшая площадь в вашем заведении. То есть весь процесс приготовления происходит на глазах у вашей клиентуры? Да, у нас каждый, кто сюда приходит, может совершенно спокойно увидеть, из чего мы делаем наши торты. Убедиться, насколько это все качественно. Да. Мы ему можем дать ложечку, он может попробовать крем на вкус. Человек становится соучастником этого процесса. Особенно любят здесь бывать дети наших клиентов, потому что мы им даем каталки, марципан. Вы же какие-то фигурки лепите. Они могут посидеть, помочь сделать, допустим, какую-то деталь и подумать, что мы ее потом используем на торте. Они очень гордые отсюда уходят, что они вот помогали это делать. Через 5 минут крем готов. Дорогие друзья, абсолютно из натуральных продуктов. Абсолютно прямо честно. На глазах у всех желающих волшебство происходит здесь, в этой маленькой небольшой мастерской Виктории. Добрый день. Привет. Как дела? Чего? Хорошо. Сейчас буквально 2 секунды. Хорошо. Почему 88? Хороший вопрос. 88 на языке радистов означает целую. Будем знать. Сейчас Спасибо. Едим от лоба. Вы по профессии кулинар? Нет, по профессии я журналист. Журналист, коллега, телевизионщик. Скажите, а где вы обучались всему вот этому? У своей мамы. У мамы. Маме большой привет из Грузии. А я вам скажу, что мы взбиваем сливки, а не меньше 33% мы взбиваем до пиков. Виктория, вот не могу не спросить, все-таки, как вам удалось произвести на всех впечатление своими тортами и как долго вы шли к своему феноменальному успеху здесь? Ну, вы громко сказали о том, что Ваши торты известны во всем городе. И причем не только среди грузин. Вот, кстати, здесь в морозильнике лежит торт с флагом Италии. Почему с флагом Италии? Ну, сейчас к нам придут и расскажут, почему они заказали такой торт. Вы давно заказываете, Виктория, торты? Вы знаете, я лично первый раз, но мои друзья очень часто. Я пробовала очень вкусные торты. И в мастерской Виктории Геродской мы продолжаем изготовление нашего фирменного торта специально для вас, дорогие телезрители. И мы находимся на какой стадии, Виктория? Мы уже вот Практически. подходим к тому моменту, когда сливки у нас взбиты. И теперь мы начинаем добавлять туда сахарную пудру. Я 100 добавляю грамм, 200 на глаз. грамм. Вот. Виктория все делает на Я глаз, всё дорогие делаю на друзья. глаз. Но мы в нашей программе вам это все по граммам распишем. Я всегда делала все вот так. Вот я, не знаю, я вижу, чувствую. И даже, кстати, не засекаю время, когда должен быть готов наш бисквит. Это самое настоящее мастерство, когда человек не по записанному по бумаге, а от сердца это все делает и на глаз. Ни в коем случае не оставляем его в форме. Ни в коем случае. Иначе он деформируется. Он просто деформируется. Вот такой вот бисквит, сделанный без соды, без масла, без Дрожжей. всяких других ингредиентов, только яйца, сахар и мука. С ним работать в этот же день нельзя. Вот оно что. Почему? Потому что он настолько нежный, если вот вы посмотрите, он настолько нежный, даже когда остынет. Он такой воздушный, что его невозможно ни порезать, ни пропитать, иначе он будет похож на губку. Вот он очень нежный.
очень. Поэтому что мы делаем? Мы обязательно бисквит оставляем не меньше, чем на 9 часов. Не меньше. При комнатной температуре. А лучше, если у нас полежит ночь. А сейчас мы закончим с нашими сливками. Теперь мы взбиваем их с сахарной пудрой. Взбиваем, но уже более интенсивно. Более интенсивно, чтобы у нас получилась такая вот довольно густая масса. Взбили. Отставили в сторону. Берем нашу секретную Филадельфию. Она у нас обычно очень такая плотная по своей консистенции. Вот, плотный довольно. Как творог практически. Да, похож на творог чем-то. Мы берем, добавляем сюда сахарную пудру. И сейчас вы посмотрите, что с ним произойдет. Грамм 50, да? Ну, это мы потом все нашим зрителям расскажем. То есть смешиваем тщательно сахарной пудрой. Смешиваем с сахарной пудрой. И смотрите, что происходит. Он уже становится похож на крем. У него Да, действительно. меняется консистенция его. Как крем. Да. И потом медленно, что я вам доверю. Давайте, я. Вы это сделаю. просто по одной ложке будете добавлять во время того, как я буду взбивать. В процессе взбивания нужно добавлять постепенно по одной ложке. Так, и уже когда мы добавили сыр, мы добавляем ванилин. Ванильный сахар Да. можно не жалеть. Ванилин осторожно. Итак, крем готов. Да. Что мы дальше делаем? Дальше мы берем бисквит. Как я уже сказала, что этот бисквит мы использовать можем только с вами завтра, где-то ближе к обеду. Мы используем вчерашний Поэтому бисквит. мы испекли его заранее. То есть, Вот может, сейчас форма немножко другая, но по содержанию Форма всё немножечко то же самое. другая, да, по содержанию то же самое. Вот сейчас вы посмотрите, он уже приобрел, да? да, он уже стал похож на Ну, конечно, что-то, более упругий, да, упругий, с чем да. мы можем работать. Да. Вот, сейчас мы его должны разрезать. Когда у нас бисквиты маленькие, мы их разрезаем. Ну, я имею в виду маленького диаметра. Да. Мы можем позволить себе испечь сразу один бисквит. Когда у нас бисквит на 5 яиц, только... То есть у нас такой многослойный тортик получится, Да, у нас получится трехслойный тортик. Это вот я всегда использую 3 слоя. Дальше И что нам мы нужна делаем? пропитка. Наша пропитка состоит из воды, сахара и сока. Сок. А сок мы используем либо апельсиновый, либо клубничный. Мы сейчас должны его поставить в холодильник. Обязательно, прежде чем начать оформлять бока. Сейчас это у нас конструкция очень такая... Зачем? Мы даем возможность Мы даем еще возможность- тщательно пропитаться, да? Нет, мы бисквитом? даем возможность ему немножко застыть, чтобы с ним можно было работать. Ой, какая прелесть! Да, это Виктория, настоящая дорогая, дорогая моя. Ну, что тут сказать, вы наша волшебница. Ну, в принципе, я ждала, да. А мы можем в это время что сделать? Закончить наш торт. Закончить наш торт. Давайте, несите. А сейчас мы просто оставшийся кусочек нашего бисквита, который Крошки. мы срезали, просто его Покромсали, помяли вот так вот. Можно в блендере, можно вот так вот вручную, это тоже очень быстро.
Замечательно. Хоть продавай. Ну что ж, если меня когда-нибудь уволят из моей профессии, я уйду в тортовую кулинарию. Благо, навыки уже Да, есть. вы уже знаете. Как бисквит сделать, и как бисквит, вообще да. как торт сделать, вы уже знаете. Вот такой вот тортик у нас сегодня Такой тортик получился. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Ой, какая красота. О май. Да, что-то Это потрясающее. вы довольны? Вы такой торт заказываете? Я и не представляла, что такая красота вообще возможна. Но вы всегда, конечно, Очень даже... красиво. Да, абсолютно. Потому вот к вам и ходят. Нет, ну это произведение искусства. Абсолютно, да, абсолютно. Это мы ее удачно мы ее выдали замуж за грузина в Тбилиси, да? Приобрели Ну, можно такого и так кулинара. сказать. Или наоборот, удачно женился. О, в общем, обе стороны остались довольны. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Храните нам верность. Конечно, так иначе. До свидания. И напоминаю, дорогие друзья, что я нахожусь в мастерской торта Виктории Геросской. И вот так выглядит наш торт. Огромное вам спасибо, Виктория, что поделились своими фирменными рецептами. Но, насколько я знаю, у меня такая кулуарная информация, что мы вечером вновь встретимся, Да, да? я хочу вас пригласить на наш небольшой праздник Так. по случаю 3-летия нашего бренда. Так, прекрасно. Вот. Люблю всякие праздничные мероприятия. И там же вы попробуете еще один наш торт. Но это уже будет совершенно другая история. И вот сегодняшние гости, по-моему, подтверждение того, что тебя очень любят, да? Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто пришел. Это такое течение обстоятельств привело ее сюда, в Грузию, да? Я ее очень горжусь и очень-очень люблю. Что еще сказать? Опять случай, опять интернет, опять совершенно пальцем тыкнув в небо. Все дни рождения я отмечаю с ее тортами. Ее торты знают все, мы это видим. Они самые вкусные в Тбилиси. Я ее поздравляю сердечно, очень. Обожаю просто эту девушку, обожаю. Когда тебе просто хочется от души вкусно поесть, сладенького, ходит именно к Вике. Я желаю ей процветания, конечно же, очень-очень много здоровья и, конечно же, большего вдохновения, чем теперь она имеет. Хочу пожелать Вике огромного успеха, высотных карьерных высот, шикарных. И чтобы она всегда оставалась вот такой же вот настоящим другом, которому можно довериться. Замечательный человек, очень талантливый, душевный. Я не знаю, талантливый, наверное, во всем. И я хочу ей просто пожелать удачи, успеха. Так что она вас всех очень любит.